Здравствуйте, друзья! В эфире снова проект «Испытано на себе». Евгений Никифоров, НВК «Саха», Якутия-24. И сегодня мы находимся в одном из спортивных залов. Это означает то, что сегодня у нас будет очередная спортивная передача. Да не просто спортивная, а посвященная одному из самых интересных, необычных, довольно молодых видов восточных единоборств. Это... Айкидо. Айкидо, друзья. До этого мне не приходилось этим заниматься. Как это выглядит? Что такое айкидо? С чем его едят? И можно ли научиться базовым приемам айкидо в рамках одного выпуска передачи? Узнаем сегодня. И поговорим мы для начала с Еленой. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть снова. Я знаю, мы с вами снимали уже прямое включение с вашей гимнастики. Расскажите, пожалуйста, что же такое айкидо и что представляет собой айкидо на сегодня? Ну, действительно, достаточно молодой. Это в 1920 году мастер, мы называем его О-сенсей, Марихей Уэсиба, создал вот именно этот стиль. Хотя он занимался разными единоборствами, и дайтарю кто-то считает прародителем айкидо, плюс там с различных видов боевых искусств, и в том числе единоборств, взяты разные приемы. Он все это собрал и создал единый стиль. После него его ученики уже, как бы можно сказать, разлетелись по свету, преподавая, каждый понимая то, что он взял из этого обучения, как он понимал философию айкидо, и каждый вывел на свой уровень. Елена, а вот айкидо, вопрос, наверное, который мучает многих, это все-таки больше боевое искусство или больше гимнастика? Или это вот два компонента, которые друг без друга не могут существовать? И, знаете, однозначно сказать нельзя, потому что кто-то считает это боевым искусством, кто-то считает это вообще там поддавки айкидо, это балет и йога и так далее. Что касается нашего стиля айкидо, вот о нем как раз и многие говорят, что похоже на йогу. Почему так говорят? Потому что взяты элементы, вот ученик Каичи Тахей, Марихей Уэсибы, он создавал этот стиль, взяв еще такой вот вид у них, синсин-тойцу. Вот его как раз называют йогой. Вот. Более плавные движения какие-то, более все рассчитано именно на работу корпуса, тело, мозг, все должно быть в едином целом, отдельных каких-то, то есть рука пошла туда, а голова туда, такого нет. Недопустимо. Да, недопустимо. То есть все вместе. Но это, в общем-то, я думаю, во всех боевых искусствах, когда уже люди становятся более такими мастерами, они все равно работают телом. У нас же это обучение именно идет с нуля. Именно вот сразу учат этому. Так, ну то есть, в принципе, человек, который ни разу не владел, не занимался айкидо совершенно, даже не читал в теории, можно попробовать какие-то, вот мы видим, что идет здесь разминка, это все возможно для новичка. Да, для новичка это возможно, но ему будет сложнее, потому что человек, у которого есть спортивная подготовка, человек, который уже чем-то занимался, каким-то видом спорта, в принципе, не важно. Да, понимание, у него есть понимание, как стоять, как двигаться, как вес тела, ему будет проще, как вес тела распределить, ему будет проще заниматься айкидо. Что касается разминки, то у нас каждое движение, оно часть приема какого-то, часть какого-то боевого приема. И вот движение, казалось бы, ну что там, танцы какие-то, да, вот ну, сейчас на первый взгляд, момент, да. А все это применяется именно в выполнении техники, потому что без этого никак. И здесь нужно тоже владеть телом, то есть когда, если, например, сенсей скажет «стоп», то есть человек должен остановиться в тот момент, когда как он стоит, выполнял какое-то движение. Да, и происходит тестирование, правильно он стоит, правильно он сделал или нет. Потому что если чуть-чуть, буквально там, не знаю, миллиметр толкнуть, человек сразу начинает падать, значит, это неправильно. Баланс не соблюден, человек не вышел в стойку баланса. Да. Прекрасно. Ну что ж, я думаю, замечательный повод начать именно с разминки, с растяжки, может быть, с каких-то базовых упражнений, потому что до боевого айкидо мы еще дойдем. Испытано на себе. Ну что ж, друзья, пришло время разминки, и сейчас мы с участниками, с мастерами, наверное, не побоюсь этого слова, приступим к разминке, которую будет вести Евгений, мой тезка. Мы внимательно его слушаем. Итак. Так, наша разминка – это часть базовой техники, поэтому все в разминке включены в основном такие основные движения, которые потом будут встречаться в технике в нашей айкидо. Так, вперед делаю ровно по прямой линии.
переношу вес тела на переднюю ногу, поворачиваюсь по 45 градусов обоими ногами и как будто ныряю в бассейн. Раз, стульчик изобразил. Хорошо, что сейчас показывает камера не меня. Нога впереди шагнула. Так, Вес тела шагнула, перенес. перенес. Наизнанку ногу вывернул, наизнанку не вовнутрь. Вот. Вторую тоже. Вес тела на передней ноге полностью. Оу. Мгм. И теперь ныряю в бассейн. Оп. Нырнул. Ого. Только по 45 градусов. Да. Это базовая техника, чтобы вам было проще. Это базовая техника. Ладно, подсчет попробуем. Давайте, конечно, попробуем. Эй. Эй. Так, вот здесь я как раз посмотрю. Эй. Смотрите, как красиво это все происходит. Роп. Вот так вот это должно быть. В меру динамично, в меру быстро. Хорошо. А теперь то Главное же не самое. запутаться в своих Шагом ногах. назад. Делаем Ого. шаг. Второй. Так. Упали. Попробуем. Давайте попробуем. Так, я буду смотреть на Елену. Эй. Эй. Еще раз на эту ногу. А? Эй. На другую ногу. Роп. Роп. Эх, надо было в детстве ходить на танцы. Сид. А. Есть еще. Еще То же интереснее. самое. Что может быть еще интереснее, друзья? Без прыжков, да, то же самое? Так, о, давайте, это уже что-то... Эй. Эй. Так, это интересно, безусловно. Да. Смотрите, я даже не пытаюсь уже такие сложности делать. Но посмотрите, как это выглядит со стороны красиво. А. Вот каждое занятие начинается с такой разминки, получается. Да. То есть постепенно человек все-таки это понимает, начинает делать правильно. Да, это все база. Дальше у нас продолжается. Фух, так. Плечи стоят на месте. И руки. Эй. Эй. А. Шей. Роп. Роп. Си. Ай. Приготовились. Эй. Эй. О-о. А. Шей. Почему-то лишний оборот, либо недооборот. На 180 градусов. На 180 градусов, да, не на 360. Роп. Си. Ай. Хорошо. Хорошо. У нас идет просто растяжка, мы пропустим, наверное, сейчас уже. Давайте одно упражнение из растяжки, может быть, сделаем, успеем. Без жести, прям вот Легкая. легкое, да, где пополам тебя сгибают просто. Ноги перед собой. Так. Ну, такая легкая. И стараемся макушкой как будто забросить удочку. Мгм. Вперед, кланяемся. Нет. Сам. Шеи, колени не гнем. Вот. Руку. Сидь. Так. Хорошо. Ноги как можно шире. В сторону. Насколько растяжка позволяет у кого. И к левой ноге. Всем телом. Противоположной рукой. Мгм. Нет. Нет. Сам. Шеи. Вот. Руку. Сидь. А теперь в другую сторону. Нет. Нет. Сам. Шеи. Вот. Руку. Сидь. Так, и посерединке. Нет. Нет. Сам. Шеи. Вот. Руку. Сидь. Так. Хорошо. Бабочку сделаем. Ноги вместе сложили. Вот. И стараемся коленки положить на пол. У кого получается. И наклон так вперед подсчет. И. Не. Там. Шеи. Гоп. Роп. Сидь. Так. Хорошо. Одна нога вперед, левая. Правую как можно шире назад. Растягиваем. И ложимся на левую ногу. Тянемся. И. Не. Там. Шеи. И назад. Выкрутимся. И. Не. Там. Шеи. Хорошо. Меняем ноги. Вперед. И. Не. Сам. Шеи. Назад. Го. Руку. Си. Так. Хорошо. А теперь сильно коленки полностью пошире. Так. А пятки, это пятки точки убираем, чтобы не мешали. Вот, садимся пошире прямо. Расплылись.
И ложимся назад полностью. Полностью ложимся. Тянемся. Ложимся. Отдыхаем. Да, отдыхать это самое здоровское в таких занятиях. Хорошо. Оставь обратно себе. Фух. Сели. Одна нога чуть-чуть перед собой. Сидим, руки перед собой тоже держим. Перекатики. Как бы я сначала покажу, Да. а потом посмотрим, то есть назад я откатываюсь как бы на правой половинке, ноги меняют, вперед уже на другой. То есть вот делаю. Раз, ноги поднял, вперед уже другая нога села. Раз, поменял. Готовы? Так. Ну да. У меня нет других шансов. Нужно быть только готовым. Так. Я сейчас еще раз посмотрю. Понятно. Нет? Ноги поменял. И обратно. Ноги поменял. Это хорошо, что я в конце, меня никто не видит. Оп. Робот. Сидь. Так? Хорошо. И встаем на колено. Теперь то же самое. Допустим. И встал на колено. Чтобы стремление было вперед. Не вот так вот. Не вот так вот. Не сразу, видите, назад падает. Да. Вот так вот тоже. То чуть толкнут, я уеду. То есть можно протестировать. Вот, допустим, Михаил мог протестировать 5 секунд. Можно? Ну-ка, давайте протестируем Михаила. Маленько опять точку назад отпрячь, попробуй. Вот, неправильно, когда сел, и маленько отпрячься назад. Да, да. Подхожу. И он просто уже неустойчив. Нужно задержаться. А теперь выгнись назад. Вот, то же самое. Поэтому, чтобы его не смог сомкнуть, Можно правильно. больше вперед. Да. Вот теперь надо правильно сделать, вот, опорная нога и спина, одно целое. Уже практически не равно. Да. Да. Я не могу, оба упираюсь. Вот даже когда нажму, вот так вот сесть. Так, что ж, ладно. Пробуем? Пробуем. Нет? Нет? А? Шея? Вот. Ну-ка. Сидь. Ай. Фух. Хорошо. На этом закончим, наверное, разминку. Да. На этом самое время закончить разминку. Что хочу сказать после первых минут разминки. Это не просто, это сложно. Я бы не назвал это большой физической нагрузкой, но здесь она распределяться должна правильно. То есть это, во-первых, и дыхание, и равновесие, и какой-то баланс. С первого раза это, конечно, не получится, однозначно нужно тренироваться, в этом есть что-то необычное, но не скажу, что это суперсложно, то есть нет каких-то нереальных поз, нереальных движений, все возможно, главное практиковаться. Испытано на себе. Мы переходим еще, так сказать, к более болевому, к следующему этапу, это уже контроли. Сейчас Евгений на примере Михаила для начала покажет, какие бывают виды контроля. Это разные суставы, и потом, собственно, испытаем это на себе, потому что наша передача так и называется «Испытано на себе», и если не испытаю болевых ощущений, то выпуск пропал зря. Михаил, показывайте. Смотри, у нас существует 4 контроля, то есть первый икё, никё, санкё, йонкё. Это основные контроли. Начнем с сикё. Вот, первый захват, когда так садори, посадори. Так. Подал, так ему удобно было держать. Никё. Получается, та точка, которую он держит, я дарю ему. Подарю ему. Пускай он довольствуется тем, что Он ее как бы захватил. Да, я не смогу пошевелиться, он сильный парень, и поэтому я не смогу ничего сделать. У меня относительно тела, я могу дальше это делать. Вот он. Идет. Так, выглядит страшновато. Второй вариант икё, если вдруг захват такой прошел, снаружи. Да, снаружи. Здесь не придется вход делать с этими просто. Отвлек его. Извините, на другой прием пошел. Отвлек, захватил. Вот. Так. Ага. Это икё. Есть икё
за плечо. Вот это самое. Не подхожу к нему, там у него ограничитель идет. Поставь кулак, чтобы я зайти не могу. Вот, Это граница. да, граница. Туда пройду я, вот, сам нормально. Попал на удар, да. Поэтому могу только ноги менять. Раз, раз. Подмена на ногу. Ровно вниз теперь то, что мы пытались сделать. Раз. И вот. Да. Это и Так, ну, выглядит не так страшно. По крайней мере, Михаил не проронил ни звука. Это значит, что либо ему не больно, либо он просто терпеливый парень. Посмотрим. Терпеливый, да? так. Попробуем. Давайте попробуем, да. Раз, Прям раз, не испытано терпится. на себе. Испытано на себе, да. Больно. Так, первый у нас был вот- кататься по собой захват делают. Так. Получается, оставь это место, противнику, то есть мне, и через большой палец просто проходи мимо. Проходи мимо, стоп, руку оставь на месте. Сам иди, прямо иди. Вот, Рука груди. Вот, видишь, она сама прям пошла. Поднялась, да. Вторая рука контролирует, плечо поднимает. Так. Вот, только иди по ногой. Хоп. И по меня выкладывай. И вот таким образом, Да. просто на излом. Да. То есть главное две точки опоры. Одна рука уже держит противника. Только иди ближе ногой, А дальней ногой, да. Так, еще раз. Вот какая рука, такая нога вперед. Да, понял. На Хорошо. длине. Вот. Так. И прямо вот такой. Раз. Шаг вперед, большой палец. Ага, вот так. И делаем вот так. Вот, да. Вау. Это вот первый вариант. Так, классно. Второй вариант. снаружи. Иди просто под руку ныряй. Идет сюда. А вот этой же ногой, да? Как Это ногой ныряй. Да. И не забудь отвлечь меня. Ага, Ты- точно, да. Да. Отвлечение. Теперь рука возвращается сюда, а сам проходи мимо. Оп. Вот. И, соответственно, наверное, вот так. Надо просто другой ногой ходить. Смотрите, всего две ноги, и в них можно запутаться, представляете? Вот, а если бы у человека было 4 ноги, да? То есть, Можно еще раз знакомить покажу. давайте на ком-нибудь. Так, кто-нибудь, нам нужен доброволец. Я посмотрю со стороны, да. Внимательно. Зрители, вы тоже смотрите, как это будет происходить. Вот, захват. Раз. И на никель. Включение. И вот так. Да. Вот так. Браво, что тут сказать. Поэтому Так, а давайте вы на мне этот прием проведете, чтобы я почувствовал себя в роли жертвы. Вот я схватил, взял, отвлечение. рука сразу соскальзывает сюда. А если... Наступил на хвост. А вот когда так делаем, когда так делаем, так и это на спине. А когда у нас возникает, если йоркер называется. Ау, да. Вот, почувствовал. Да. Хороший прием. О, вот это было динамично. Это было круто, да. Я думаю, получились отличные кадры. Слушайте, в принципе, ведь здесь небольшие усилия, да? То есть все больше именно вот за счет как бы правильных рычагов, грубо говоря. Теперь вот за плечо. Так, за плечо. Все то же самое. Здесь ограничение. И смотри, плечо забирает просто. Так, плечо забирает. Так. Пока ты бежишь сюда, Уже человек бежит обратно. Фу, как здорово отдохнуть на матах. Слушайте, а ведь это делается еще и быстро, да? То есть мы с вами учимся буквально это вот в таком щадящем темпе, а когда это делается вот, давайте на ком-нибудь покажем, насколько быстро можно положить человека. девочка. Да, конечно, девочки. Так, друзья, давайте смотрим. Вот сейчас буквально, я думаю, секунды 2 это займет. 2. Итак, раз, 2, 3. 3 секунды, за 3 секунды противника можно обезоружить. Давайте посмотрим еще раз с другой стороны. Ага, вот вам и танцы, да, которые мы видели в начале. Эти движения позволяют причинить боль. Вот прям серьезно. Супер, здорово, да, это прям выглядит шикарно. Что ж, друзья, давайте я немножко возьму тайм-аут, 5 минуточек передохну, а мы пока посмотрим, как ребята занимаются. Смотрим дальше. Испытано на себе. А сейчас смотрите, пожалуй, самую зрелищную часть занятий по айкидо. Это тренировка с оружием. Сам, шей, го. Как говорят сами спортсмены, палка в руках для того, чтобы вы почувствовали, что это рука противника. И когда вы начнете виртуозно владеть, управлять палкой, это значит, что вы, по сути, владеете рукой противника вашего.
Успели? Вот так вот это выглядит. Это очень динамично. Думаю, что у меня это не получится с первого раза, поэтому мы сейчас просто посмотрим, насладимся видом, как это делают профессионалы. Сам, шей, го. Рок. Си, пай, тю, дзю. Эй, ни. Сам, шей, го. Рок. Си, пай, тю, дзю. Эй. Да, друзья, действительно, вот умение, понимание, навыки – это те самые свойства, которые можно шлифовать, отрабатывать бесконечно. Нет предела совершенству, и чем больше вы занимаетесь, причем в целом любым видом спорта, это относится к любому виду спорта, чем больше вы занимаетесь, тем больших высот вы достигаете. Нельзя останавливаться на достигнутом, как сказал Евгений, всегда есть чувство такой легкой неудовлетворенности, когда хочется еще больше себя впитать. Да. Конечно же, невозможно за один выпуск нашей передачи научиться сколько-то правильно хотя бы делать движения, но ощутить на себе вот эту философию, мощь, это единство команды, когда все готовы тут же попробовать в роли подопытного показать где-то что-то, да, попробовать на себе. Это очень здорово. Айкидо, на мой взгляд, один из самых гуманных, может быть, видов восточных единоборств, где нет жестких ударов, где нет крови разбившихся. Вообще многие думают, да, что айкидо нет ударов. Но жесть есть все-таки. Есть. Просто их никто не показывает. Вообще, на самом деле, все это должно присутствовать. Ну, это же единоборство, да. Здесь нужно победить жестко соперника. Учишь классическое айкидо, а потом начинаешь думать, здесь можно ударить, и здесь ударить, что-то где-то сделал, можно, оказывается, и здесь ударить. Постоянно. Я потом могу показать во время этих техник, то есть в каком момент, где можно приложить. Ну, то есть, как бы не просто аккуратно положить соперника, но еще и дать ему Да, как это мы следует. учим экзаменационную технику, классическую, но надо понимать, что в любой момент я все-таки могу и сделать больно. Если многим кажется со стороны, что поддавки какие-то, танцы какие-то. Человек там лег специально как-то, допустим. Но если он не ляжет, значит я его сломаю. Ему придется Это проблема, лечь. окей. Если он не пошел на страховку, это его проблема. Я как бы, если он начинает сопротивляться, значит ему же больнее. Поэтому со стороны кажется, что легко. Он поддается. Конечно, он поддается. Ну да, у него Потому что он жить нет, хочет. конечно, естественно, боль она заставляет просто постараться. Евгений, вот вы упоминаете про экзамены, то есть есть какие-то требования к сдаче экзаменов, к получению там данов, поясов, ну каких-то статусов по айкидо, как это происходит? Ну так же как. Разминка, тесты, потом и сдача техник. То есть выходит два человека, ноги, руке, и один показывает на другом техники. То есть тот, кто показывает, старается показать технику, другому показывает, старается показать правильную страховку. То есть если руке начинает сопротивляться, он портит всю картинку Тому, кто сдает, но в то же время он может и сам ответку получить за это. То есть когда он сопротивляется, начинает пробовал на себя, Да. сразу очень больно становится. Верно. Оно как бы некрасиво со стороны смотреться, но зато оно будет действенно. Ну да, да. А тут просто, когда мне непонятна техника какая-то, допустим, я на ком-то показываю, или еще на ком-то, я тогда стараюсь быть в роли уке, встать на какое-то время, чтобы почувствовать на себе свои же ошибки, почувствовать на себе. Вот тогда начинает сразу все где-то всплывать. Ага, вот здесь неправильно делал, не здесь неправильно делал. А как человек понимает, что он готов к сдаче экзамена? Тренер должен ему сказать, вот слушай, ты вот уже готов, давай вот завтра у нас. Только учитель. Только учитель, то есть он видит конкретно, на что Да, способен. когда он готов, я сказал, все, вы готовы, он по уровню примерно уже понимаю, и говорю, все, вперед. Начинаю смотреть. Ну, их надо все равно продвигать, чтобы у него стимул дальше двигаться. Да, безусловно, конечно, то есть нельзя стоять на одном месте, человек должен стремиться к чему-то, каким-то с последующим статусом, как это называется, да? Ну, да. Прекрасно, здорово. Ну что ж, друзья, мы посмотрели, как это выглядит. Мы почувствовали, испытали на себе немножечко боли, немножечко ловкости, немножечко каких-то упражнений, которые можно почувствовать только в айкидо. Ведь многие движения я не видел ни в одном другом виде единоборств, они присущи только вот этому направлению. Что хочется сказать? Конечно же, занимайтесь спортом, неважно каким. Это могут быть восточные единоборства, это может быть какой-то командный спорт, это можно что-то бегать, ходить для себя, но в любом случае ваш организм скажет вам спасибо. Евгений, еще несколько напутственных слов нашим зрителям, которые бы хотели, может быть, попробовать себя в роли айкидо. Чего нужно бояться, чего не нужно бояться, вот ваши пожелания. Я думаю, бояться тут нечего.
Просто надо уважать все единоборства интересные со своей стороны. У каждого свое есть направление, свои интересы. Поэтому вы хоть танцами занимаетесь, хоть гимнастикой, хоть айкидо, без разницы. Главное, чем-то нужно двигаться, как говорится. Но мы занимаемся тем, что нам интересно. Мне кажется, что айкидо очень хорошо развивает как дистанцию, чувство ритма, момент мата, то есть когда нужно начинать отойти, наоборот, подойти, как говорится. Поэтому в плане вот этого развития мышления мозжечка мне айкидо больше устраивает. Друзья, вот видите, вот в чем дело. Находите для себя любимый, подходящий вам вид спорта, вид единоборств, в общем, любую активность, которой бы вам было бы приятно и интересно заниматься. Смотрите нас дальше. Проект «Испытано на себе» всегда интересно. Испытано на себе. Так, Михаил, расскажите, пожалуйста, про тесты, как это происходит и что они показывают, что они характеризуют. В айкидо, кроме техник, которые вы тогда рассматривали, есть еще тесты. Тесты, они направлены на то, чтобы ваше внутреннее состояние, вот ваше мысленное состояние, оно как бы передается и вашему физическому состоянию. То, как вот ваш настрой мысленный, он потом отражается на вашем теле, и вы в таком теле должны потом оставаться находиться. Но один из основных тестов – это тест неизъебаемая так называемая рука. Так. Вот. Например, вы Давайте хотите посмотрим. отсюда мысленно, вот представьте себе, что вы мысленно берете меч. Просто силой мысли. Да, просто силой мысли хотите взять, должно быть ваше намерение. Намерение взять меч. Когда у вас намерение возникает, вы прямо тянете что-то мысленно, хотите вот все, вы его берете как будто. В этот момент у вас тело, вот оно мышцы остаются как бы, вот они расслаблены, Да, но, они... к сожалению, рука ваша, она, видите, не сгибается. Потому что она тянется Потому как что ваша бы... мысль уходит туда, у вас возникает намерение, и все тело выстраивается такие. Вот вы вроде расслаблены. При этом оно не напряжено. Да, вы находитесь в полурасслабленном состоянии, но когда вот это намерение возникает, у вас вот такой внутренний настрой такой возникает. Потом, кроме того, что вы тянетесь к одной вещи, вы на самом деле должны тянуться... То есть это в целом концепция айкидо? Ну, это уже мастера могут. Ну да, то есть все вокруг контролировать на всю вселенную. Да. Вау, да, это интересный тест, действительно, да, здорово, необычно. Что еще можно показать из Ну, тестов? сейчас еще тесты другие покажем. Елена. Давайте посмотрим, какие есть еще тесты. Главное, чтобы они были безболезненные. Итак, давайте посмотрим. Ну, давайте вот Лену в центр поставим, как раз будет с той стороны. Наша задача взять ее за руки. Вот так. Вот так, вот так. Ага, все, понял, да. Наша задача поднять ее вверх. Да ладно. Смотри, на раз, два, три, вот три состояния. Первое расслабленное, раз, два, три. Все. Ну, пофигизм включил и... То есть это нормально, да? Теперь второе состояние. Полностью напряжена. Все тело. Наша задача поднять ее. Раз, два, три. Ух ты, ничего себе! Теперь она сейчас почувствовала, да, на какой вес у нее примерно? Да, так. Теперь третье состояние. Опять берем так же. Раз, два, три. Да, вот теперь мы ее не сможем поднять практически. Вау! Это что, реально так работает? А ну-ка давайте еще раз. Намерение взять меч. Вот это да. Представляете, смотрите, вот физическое состояние человека может быть совершенно разным, податливое или невозможно к подниманию просто. Почувствовали себя, Да, да? давайте я попробую, я не знаю, ну вот. Миша, выходи. Да. Или Сергей там. Думать о том, что так, первое состояние это просто, да, это расслаблен. Полный расслаблен. Раз, два, три. Так. Все, ни о чем, да? Теперь второе состояние, полностью напряженные плечи, главное не поднимать плечи. Руки вниз, полностью напрягись, еще три. Раз, два, три. Вау! Теперь смотри, третье состояние. Так, как оно достигается? Руки никогда не зажимают так вот. Руки должны течь вниз. Да. Вниз, как будто вода течет по рукам. Все по рукам. И смотри, все внимание здесь. Ниже пупка 4 пальца. Примерно там твои руки находятся. Все. Там. Все внимание там. И не напрягайся. Среднее, что-то среднее такое. Между напряжением и расслаблением. Да, Просто там нужно вещь поднять голову. Ага, все, понял. Да, это вот хорошая ассоциация. И смотри, когда будем поднимать, твои свои руки почувствуй, как будто бы ты в наши кии запустил. И смотри только вперед. В пол не смотри. Все, хорошо, понял. Только вперед. Бери меч с пола. Такой пофигизм включи. На расслабоне. Не на расслабоне, но в тонусе. На полурасслабоне. Нет, в тонусе. Да, все понял. Раз, два, три.
О, почти получилось! Они просто сильные ребята. Вот, тяжелее, да? Чуть-чуть был тяжелее? Уху! Смотрите, вот, это действительно можно прочувствовать все состояния. Самый простой вариант еще. Ложись на пол. Так, это тоже Просто страшно. на спину ложись. Так, ложусь на спину. Угу. Давайте вот так. Сейчас поправим микрофон. Угу. И Расслабься. просто кто-то прыгает на меня. Просто не будем прыгать, не будем. Просто расслабься. Просто расслабься. Вообще расслабься до конца. Я буду поднимать, значит поднимайся. Не напрягайся. Просто отдайся мне все. Вот. Вот. Легко поднялся. Да? В таком состоянии руку свою положи сюда. Как будто свой центр Зафиксировал. Да, зафиксировал. И то же самое, пытаюсь поднять тебя. Расслабься. Так, все. Все, расслабляюсь. Вот. Не поднимайся сам. Как кошка. Как кошка. Ты руку, вот, кошка, вот ее чтобы поднять, это надо лапу ей сначала половину вытащить. Да, точно. Верно. Все, я расслаблен. Давай. Напрягся где-то. Где-то напрягся, да. Да, потому что необычно, я попробую это с открытыми глазами. С открытыми глазами руку положи, полностью расслабься. Вот, расслабься. Вот, легко поднялся, да? Руку положи. И все думает о своем центре. Нет. Нет. Что-то пошло не так. Можно тебя пока встать? Что-то пошло не так. Я не могу думать о своем центре. Давайте вот посмотрим, как это должно выглядеть, да, правильно. То есть, может быть, расслабляться еще нужно уметь. Давайте посмотрим внимательно, как это. Потому что, может быть, как Может, все-таки пытайся мне помочь. психологически, возможно, Не да. надо помогать. Так, давайте посмотрим. Вот он полностью расслабленный. Вот. Все, спокойно он поднял. Поднимается. Ага. Теперь также расслаблен, в тонусе как бы. Он не расслаблен, не напряжен, просто в тонусе. Руку положил себе на живот. Вот, на свой центр. И он немного поднять. Вот это да. Попробуй сам. При этом тут полностью расслаблен, да, можно сказать, человек. Так. И он расслаблен. Двумя руками. Поднимаем без проблем, да. В целом поднимается без проблем. Так, человек в тонусе, тоже рука я чувствую. Да, там расслабленная рука. Да, не получается, смотрите. То есть, как бы вы ни тянули, Не получается. не получается. Вот он маленький. Умение расслабляться – это самое важное, оказывается, и отогнать другие мысли, кроме тех, которые в данный момент Да, можно вот принять. постоянно мы как бы экономим свои силы. У нас нет такого, ну, и все, уже все напряжение. На пределе, да, чтобы... Нет, должны вот как бы уже сразу быть не расслаблены, не напряженны, а просто внимание. Мгм. Все. Ничего Просто себе. приготовил, пошел на меня, попустил, подтащил на себя, ну пошел на него. Мгм. Куда меня поведет, я иду. Вот это да. Ну не надо Удивительно. сопротивляться этому. Ну, здесь важно еще, видимо, подсознательно понять, да, потому что психологически сложно в первые занятия, наверное, да, понять, что нужно расслабиться, или наоборот, нужно быть в тонусе. Что представляет собой оружие в айкидо? Все. Вот такой. Мгм. И, Меч. да. Тут его как бы порыв. Есть еще там что, короткие. Мгм. То есть она Так. получается. Там, взял. Основная. Пока воспользуемся. Хорошо. Я предлагаю сначала показать на каком-нибудь. Конечно, да. С оружием вообще надо на компу показывать всегда. А не только сначала. Давайте посмотрим. То есть, подожди. Допустим, держу его, пока на таком как на мушке, на прицеле, он ко мне найти не хочет. Оружие позволяет дистанцию Да. соблюдать. Как только я раз его заманух такой сделал, он сразу, хочется взять его двумя руками. Да, вырвать меня хочет. Так. В этот момент я начинаю работать, да. Это с самого начала. Да. Да. Взял. Опа. Меняем микрофон. Ого. Теперь Выглядит вообще несложно на самом деле. Вроде. да. Так, Со вот стороны. так делаю. Есть вариант, когда
свою шесть. Видишь, так и есть. Подальше ставь. Дай сам начало. Взял. Вот так. И вперед. Вот это да, вот это да, вот это Это видео можете ставить попробовать. У меня микрофон, заветная фраза. Не, стоп, слово. Тут она составлена. Давайте попробуем на суставы. Так, Держу двумя руками. двумя руками держу. Какая нога, такая рука. А, вот так, Да. Вот, допустим, не делал, это сейчас последний делал. Мгм. Посажи, пока у тебя. Может, руки идут назад. Раз. Ого, да. Тут уже. Вот Да, это действительно. Второй вариант. Когда работаю, переводится. Зашел. Намотал руку впереди. Да, натяжение. Постоянно шесть стремится туда вперед. Я тянет постоянно. Ага, и просто падаешь вниз. Просто придется улыбнуться. Фух. Второй вариант. Жестоко. Хронометраж Давай еще раз. Шесть даю тебе. Каждый человек такой забрал его, можно сказать. Подари. Подарил, да. И такой, опа! Да. Мгм. Через О, да, и уже дальше прощай микрофон. Поэтому самый простой вариант это вот этот. Да, который мы смотрели. И как веслом машину. Рычагом И действует. вверх поднял. Мгм. И за спиной вдоль позвоночника И опускаешь. уже человек слаб. Да, попробуй. Давай попробуем. Так, толкаем вперед, поднимаем. Нет. Руку двигай вперед. Руку двигаем вперед. Да. Сам подходи в этот момент ко мне. Еще подходи. Вот конец поднимается. Вот. Все, хвати. Дальше. Представляешь, завтра. Просто иди дальше. Вот так. Вот. И теперь этот конец поднимай. Можно. Ничего не перехватывай. То есть рукой Просто зажал вверх. сам не улыбайся. Посмотри туда, назад смотри. И кончик вот этот, вдоль позвоночника теперь иди. Вот этот кончик, иди вдоль позвоночника. Нет. Как весло машина. Да, все понял. Ага, так, хватаем, поднимаем и Вот. и вниз. Да. Вау. Ну, в принципе, несложно. Немножко практики, и все будет получаться. Да, можно еще раз попробовать. Да, хочу. Держи. Да. У тебя так 6, я у тебя задираю. Да. Проходи к ним, проходи мимо. Так, поднимаем и продолжим как весло. Вот это да! Фух, не каждый день получается побороться, посостязаться, заняться какими-то такими упражнениями, которых в обычной жизни не встретить. И хочется сказать большое спасибо за такую возможность испытать на себе этот непростой, интересный и в чем-то, может быть, уникальный философский вид восточных единоборств. Айкидо. Всего доброго, друзья!